встречал в Мурманске прошлой зимой, северное сияние, и вот такие морозы были там. Я, честно говоря, первый раз встречаю человека, который радуется морозу. Ну, не, ну, когда слякоть под ногами, это тоже... Ну да. Почетный гражданин города Кызыла, мы его пригласили тоже. А сколько писателей почетных граждан? Города, да? Города, да. Писателей почетных граждан, ну, наверное, единственный. Пока единственный. Она хорошо добила. Пока. Вчера вы сказали, тогда Иркутская, представитель Иркутской областной писательской организации Марк Сергеев. Это после прошлом году перевел меня очень большой для него. Но потом это, после вот этого распада СССР, там исключили пионерию, октября, комсомол, вот это так, половина вышло только. Камеры, образование, медицина, язык. Вот что вам может вас? Ну, вы все перечислили. Это все, да. Самое главное, что проблем писателей нет, да, пока? Да. Я думаю, и не будет. Ну, есть, конечно, пожелания. Например, у нас очень таком, мне кажется, сложном состоянии вопрос вокруг родного языка. Сейчас, ну, я не знаю, сколько, процентов 90 детей уже не говорят на родном языке. Буквально это за последние, наверное, лет 10 произошло. Именно дети, да, получается? Дети, да. А за счет чего это? Игры, компьютер? Да, компьютер, игры, ну, первые дети даже вот по-английски начинают говорить, да, По-английски, да. игры, там, как хочешь, первые слова. Ну и, наверное, отсутствие в школах, в детсадах, выделенных часов. Ну, в детсадах города сейчас внедряем эту систему, насколько это возможно и позволяет, да, нам в ГОСы. Писатели или детские рисунки, да, на местную тему, а писатели к этим рисункам делали как бы произведения, да, или наоборот, произведения писателей дети, чтобы рисовали, чтобы как-то взаимно было, да, отдали в школу, вот написал писатель что-то на своем родном языке, детское, да, отдали детям нарисовать рисунки, затем рисунки раскраски выпустить, я не знаю, типография же есть, заказ же можно сделать, наверное, да. И я думаю, что вот вы говорили, что вроде бы есть этот самый положение разрабатывается на писатель года, там, да, вроде бы с участием мэрии, да, так может быть повернуть этот конкурс, повернуть именно на родной язык, писатель года родного языка, или как-то сконцентрировать внимание именно на родном языке. Поэтому писателей больше привлекайте, здесь, наверное, потенциал есть. А то, что родной язык поддержать, мы вот за Сенглавой говорили вчера, специально будем приглашать, у нас будет семинар переводчиков, и чтобы приехали кто-то из писательской организации на семинар художественного перевода, как это производить, как базу данных делать, как в этой области работать, да, то есть какие-то мы большое внимание уделяем с родным языком и именно с детьми. Такого не было. И вот если вы подумаете, вот как отметить такое, пусть это будет небольшая награда, пусть это будет какой-то чай писателей, работающих на родном языке для детей именно, да, и власть отмечает, да, то есть это был бы пример для других городов, и куда бы вы не приехали, не обратились, я буду так, как говорится, всюду это говорить. Поэтому... Мы это обязательно сделаем, это очень длинное предложение. Честно говоря, да, в череде наших многих вопросов, проблем даже не задумывались об этом. Как-то немножко поддерживаем то направление детских садов. Да, вот, кстати, Попугала Наталья Ильинична, заместитель мэра по социальным вопросам.
поддержали немножко вот это направление, альбом мы выпускаем сейчас, да, например, то, что вы говорили, раскраски, сказки на сказки, разные рода произведения. Много писателей, много людей, которые свое творчество нацелены на взрослых людей, а на детей практически... Потому что на детей сложнее. Нам кажется, что детская литература написал там что-то. Так это насколько сложнее уже детям все, вроде все написано, и как написано, что еще какого героя придумать, да, для детей. А это сложнее. Дети любят игру, дети любят участвовать, что произведение было так написано, что участвовать, да. А вот поговорить с ребенком, это наука целая. Поэтому здесь и с писателями надо говорить и им подсказывать. Ребята, вот на это обратите внимание, на это. Даже мастер-классы проводить и пригласить заведующих каких-то садов. Дети любят вот это. Вот обратите внимание на это. Они любят руками взять. Да. Положение составили, написали положение на ежегодные литературные премии мэрии города. Он самый лучший писатель. Самый лучший писатель и самый лучший писатель года, вот это, а потом самый лучший молодой писатель года. Туда, может, добавим вот это детскую литературу. Несколько раз подошел наш старейшин и наш народный писатель, да. Он хотел Андруань, он Каин наш Хатвань. Вот прямо... Ну, это, по мне, да, кажется, глобальная проблема, что в связи с малочисленностью населения, да, окупаемость дохода не будет, и поэтому надо, наоборот, беречь, лелеять те ростки, что есть. Конечно, окупаемости не будет, и прибыль не принесет, это естественно, да, но тут уже государственный подход подходит. Раз это необходимо, значит, хоть 2, хоть 3, хоть 5 надо делать, и все это есть. Тут, может быть, знаете, вы сказали, детское добавить. Здесь власть города, да, а я думаю, что одну номинацию или, может быть, даже специальный приз произведения о городе. Городу важнее, чтобы и о Кызыле было написано, да, чтобы приехал, мне там книжку о Кызыле там дали, написано кем-то что, да, поэтому вот в этом положении надо спрогнозировать, чтобы писатели писали о самом городе. Город узнаваем, город есть, и тогда, если писатель обратился к теме города, и историческое это, да, повествование какое-то, или книга даже очерков о лучших людях города, да, вот, и тогда это власти интересно, да, тогда это о нас, тогда это... Присуждать в день писателя, это в марте. А если нет? Это получает много писателей. Я не думаю, может быть, давайте подумаем, может быть, не в день писателя, писатель для города работает, может быть, это в день, есть же день города, да? Это в день города, и тогда, как в день города, на общем празднике, на торжестве, вот этот писатель обратился к теме города, это будет выше. День писателя – это только наш праздник, в принципе, да, вот, и он особо не утвержден в России. Вот. А если в день города объявить писателей, которые работают с городом, в теме города работают, да, вниманием к городу, да, даже найти первого вопроса, не найти, назначить, но показать другим, что это есть, что это есть, что обратили внимание на это. На следующий год уже 3 человека выставят, потом 4, когда увидят, что увидели, что прилюдно вызвали, поблагодарили. Потому что мне показали книжное издательство лет 20 назад, у руководства на Туяска, вот как раз Марк Сергеевич Зервуск тоже мне говорил, как раз до сих пор не напечатали 20 лет тому в книжном издательстве. В Тувинском книжном издательстве. А люди, поставленные в финансовые рамки и законы, вот это нельзя, вот это нельзя, и как это оправдать, и как это... Тут и вас можно понять, да, вас можно понять, но вот раздвинуть эти рамки, все-таки найти какие-то способы, через какие-то механизмы. Ну, сейчас СВО,
из города много условий им предлагать, потому что когда Афганистан был первый, да, пошли разброс шатами. Одни такую создают организацию, другие такие, третьи, между собой дерутся, им какие-то льготы одним дают, другим не дают. Там разборки были вплоть до перестрелок, да, среди этих ветеранов. Поэтому сейчас ветераны начнут приходить уже как-то. Возникает вопрос, что создать даже агентство по ветеранам при правительстве, да, которое будет целенаправленное, там, и льготы, и все, чтобы люди знали, куда идти. Поэтому вопрос сейчас начнет, именно социалка начнется в первую очередь, конечно же, по ветеранам. Мне льгот не дали, мне это не записали, мне вот этого нет, эта проблема тоже возникнет, она уже буквально через полгода ветераны уже насытят, уже будут возвращаться. Сейчас вот буквально вчера красный обоз поехал, да, то есть 5 тонн груза уехало. Ну, то есть каждый Что раз. может, но нет, системы нет, да? Да, это раз. И второе, очень много сейчас обращений семей граждан с просьбами о представлении того или иного там направления помощи, да, которые не предусмотрены законодательством. Например, жилье, да, земельный участок, жилье там, и так далее. А это все ложится, в принципе, на вас, и как Да. будто вы крайний, да? Да, мы говорим, что, извините, да, Вы плохие, вы не пока даете что- там. Пока что закон не принят такой, и даже обсуждения нету, ну, так как, скорее всего, это пока операция не закончилась, и в последующем все равно это будет, но это надо дожидаться, и пока не можем оказать такую либо помощь. Ну, это еще один из аргументов того, что это надо обратить внимание, и в принципе да, централизация какая-то должна быть, и если возникают вопросы, пожалуйста, вот туда. По поводу пропавших бойцов. Вот пропавшие, да, это вот пропавшие, погибшие, это ясно, да, а вот пропавшие без вести, да, вот, где искать, как искать, через какие каналы, какие льготы, не льготы, какое внимание они чем, какой документ должен быть, даже документа нет основного, вот, на основании которого считается вот с этого момента там, что считать, это да, и вот начнут создаваться, это Чечня показала, начнут создаваться сейчас еще комитеты солдатских матерей, вот или пропавших этих, да, вот это самая больная тема, да, это беда. Ну, у нас пока таких фактов не было, но тоже, как если это так продолжится, это же боевые действия. Это беда будет, да, это беда. А боевые действия, они, одна часть здесь отвоевала, да, отвоевала эта часть, здесь их солдат пропал, да, а затем часть выводят в Россию, на ее место другая. И где искать, кому? Командир уже в другом, он в Забайкалье уже, как он может искать и что он может искать, какие там меняются, офицеры меняются, уже не помнят этого солдата со временем, да, допустим, да, поэтому эта проблема есть, на самом деле, это отдельно тут вычленять надо. Мы продолжим. Спасибо, да, потому что люди готовы и хотят, и это их и потребность душевная, а тут еще если взаимодействие будет, то, я думаю, и результат будет. Очень отрадно, что вот, отдельные предложения прозвучали, и что-то уже с нашим департаментом, да? Да, уже есть положение разработано. Работа начата. Надеюсь, что и Да, вот они сейчас только мне занесли. финансовое подкрепление Да, тут есть. подразумевается, да? Да, сейчас У нас распоряжение. департамент отдельный свой имеет бюджет, отдельное юридическое лицо департамента. Через отдельный департамент, то есть бюджеты есть, отдельный департамент, можем найти вариант освещения, как Надеюсь, что это в том числе финансово подкреплено. Ну, дальше мы продолжим. На самом деле, да, вы правы, что в череде наших текущих большинства задач мы иногда не замечаем очень важные стратегические, да, вещи. Здесь вот труд писателя, мне кажется, таковым и является, что если даже не сегодня, сейчас, но он в плане долгосрочном плане, да, перспективе имеет очень важное задачи.
в том числе и патриотическое направление, да, тема. В том числе, вот я уже говорил, да, это закрепление развития родного языка, который сейчас проблемы имеет. Ну и ряд других направлений, много-много других направлений. Патриотическая тема сейчас тоже очень актуальна. Актуальна, и вот занимаясь призывом срочников, например, мы сейчас сталкиваемся очень много проблем, даже не с детьми, а с родителями. Вот родители примерно там с моего возраста люди, да, моложе даже есть. И мне так кажется, что вот это поколение, я вот в советское время захватил, я всегда рассказываю, у меня отец на полную громкость включал радио, тогда же это радио одно, кабельное, и в 6 утра начинал звучать гимн Советского Союза. Да. Я спал, когда, да, ну отец специально это делал, я вставал, гимн прозвучал, я обратно спать. Вот это считаю, что система воспитывала патриотизм. Да. А мне было всего там 7, 8, 10 лет. Сейчас, вот, к сожалению, этого нету, и вот то поколение, которое сейчас выросло и уже вот своих детей, да, не отговаривают идти, например, да. Не мотивации не видят, не просто. Нету содержания этого человека патриотического. Потому что они такие сами выросли, на бескормиле выросли. Уже готова туда добавить вот о детской литературе. Да, здесь И нет город водителя. обязательно. А я о городе здесь, да. И город обязательно. Ко дню города. Здесь А в области дальше есть 3. ли? Да, Это не вот взгляд, видите, кстати. там в области 3. Очень приятно, когда приезжаешь в регион и находишь единомышленников. Спасибо вам. Спасибо. Большое Вам. спасибо вам. Вы тоже вносите в нашу работу ясности и понимание того, что не только мы здесь сидим и не знаем, да, знают люди в Москве, не знают люди в Москве все эти вопросы, проблемы, что решается, планируют решать и так далее. И вот то, что вы сейчас общаетесь с людьми и доводите ту работу, которую на федеральных площадках проходит, это нас тоже радует. Радует то, что вы сказали, какие работы проводятся по тем или иным направлениям, да? Особенно сейчас актуальная тема вот, по военным. Ну да, это болит у всех, это на переднем плане тут. Войны, не войны. Так, Да. мы держать терпение. А вот почему это здание сейчас находится на балансе книжного издательства? Вот последние чудесы свидетели о том, что только построил именно писателем. Они сейчас арендуют за высокую А мы там комнатушку. маленькую комнатушку арендуем. Это вот, который здесь почти двухэтажный. Да, это не вот ваше. двухэтажный. Да, это же Первая школа. Да. Это Ваша Нет, То есть оно не городской, не нет, муниципальный. оно не муниципальное, оно тут федеральное, Оно региональное, федеральное. к региональному относится. региональная. Поэтому это через только правительство можете поднять этот вопрос, чтобы они вам